Ну что ж, дорогие друзья, мы продолжаем, и судя по моему довольному лицу, за кадром мы уже успели бурно поговорить. Да, А у нас в гостях... Да, ну говори, хорошо. пожалуйста, извини. Говоря о Новом годе, сегодня Новый год у нас в студии. Да, ну, давай не так. На улице очень пасмурная погода, и у нас в гостях человек солнечный лучик. Ну, что, можешь что-то лучше? Ну, давайте. У нас в гостях Павел Десятников, директор фирмы DOS Ltd. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро, студия. Доброе утро, наши зрители. Вообще просто доброе утро всех, кто нас смотрит или завтра будет смотреть. Мы все знаем, сегодня уже у всех в головах сидят небольшие вопросы. А что я подарю? Какой подарок будет? Этой любимой жене, любимой маме, любимой бабушке, особенно любимым детям, которым мы на протяжении их всего возраста всегда думали, что самый главный подарок для них – это сладости. Это правда. И я не думаю, что мы должны у них это забирать. Потому что ребенок – это в первую очередь сладости. Он сам сладкий, сладкие сладости, особенно супруга, которая нам подарила этих детей, мы в этот день и всей жизни мы их очень любим. Вы у меня все слова забрали, и я хотел это начать с этого. Вот в моем детстве были такие подарки, а от вас подарки, вы все рассказали. Вы готовы телеведущие, оказывается. Что не нужно лишать не только детей сладкого, не нужно лишать никого. Ну да, но, к сожалению, наша экономика, наше общество, зарплаты родителей, доходы бабушек, они, к сожалению, меняются. Да. И меняются далеко не в лучшую сторону. А вот почему-то в последнее время не только мясо, образно говоря, но и радости, детские сладости, они тоже почему-то дорожают. Быстрый скачок цен. Да, экономика просто диктует свое, и это не всегда зависит только от нас. Да, это не правда. всегда правильно. Да, не всегда правильно, потому что многим вещам даже нет объяснений. Но детям это не объяснишь. Ребенок как хотел сладости, так и хочет. Да. Но сегодняшний день говорит так, выбирают кто подарки? Взрослые. Взрослые выбирают на понимании Финансового состояния своего. Это первый вопрос. И на вопрос того, что как они привыкли видеть подарок, правильно? Но вообще что такое подарок? Это что-то необыкновенное. Это или очень мало и очень вкусно, или очень вкусно, но чуть больше, да? Потому что ребенок же, ему же надо продлить это удовольствие. И вот в зависимости от того, в какой экономике находится семья, в этом вопросе и решается этот подарок. Но подарок должен быть у всех. Это дети. И поэтому вот наша компания, да, DOS Ltd, мы занимаемся на рынке 24 года кондитерскими изделиями. Мы как сами производим, так и дистрибьюторы 12 фабрик. И с каждым годом подход к формированию этих новогодних подарков, он тоже меняется. Если позавчера мы еще предлагали то, что мы предлагали, и все это покупали, потом мы стали предлагать совместно, теперь мы просто формируем подарок из тех кондитерских изделий не только нашей компании, но и всех остальных, которые считаются брендовыми на нашем рынке. Но мы видим в подарках. Да, потому что сегодня невозможно одной компании сделать только из своих подарков хороший подарок. Если хочешь хорошо выглядеть, ты должен иметь все то, к чему человек привык в протяжении, скажем, со своими детьми, в протяжении даже этого года. Потому что кондитерские изделия, это как и платья, они тоже меняются. Надо будет на фишечку сюда записать. Кстати, говоря о подарках, мы сейчас видим, что... Я помню, что мне всего лишь немного лет на самом деле, но 30 это нормально. Вы же ребенок. Я ребенок, Все равно, сколько бы вам лет не было. А женщина это вечный ребенок. Так я помню... Вот это обязательно нужно записать. Так вот, слушай, в мое школьное время подарки были это мандаринчик, шоколадка, несколько конфет и все, если честно. Это правда. Новый год всегда, и в вашем возрасте, особенно в нашем, это была мандаринка. Потому что в течение года мы мандарин не видели, да, когда я был маленький. Ну и мои дети, наверное, чуть меньше видели. А сегодня это просто запросто. Вышел и пришел. Сегодня даже тендерные заявки пишут, мандарин не надо. То есть цитрусовый не ложим. Смотришь иногда на это и говоришь, да, они правы, потому что они это делают, кушают каждый день. А подарок, он потому подарок, что вчера был, условно, Красная Москва, это подарок был для женщины, безумный. Потом Шанель номер 5. А сегодня желательно и то, и в неограниченном количестве. Это уже является подарком, правда? Поэтому понимание подарка для ребенка должно быть то, чего он не видел в течение года.
И мы очень всегда рады видеть наших клиентов, которые приходят, и не мы делаем им подарок, мы им только предлагаем кондитерские изделия из всего. Они сами говорят, вот это хотим, вот это хотим, вот это. И мы персонально делаем под каждого клиента эти подарки, которые мы предлагаем. И таким образом есть право выбора. А когда у человека есть право выбора для себя, для своей семьи, особенно для детей, значит, они счастливы. Да. Ну и давайте все-таки придем к подаркам, потому что Давайте. мои руки уже Давайте. я не могу. Да. Давайте. Для начала я хочу сказать, что вес данного подарка составляет 1,5 килограмма. Учитывая наши цены на продукты, я вспомнил, кстати, сколько мои родители отдавали на подарок. Мне в школу это было 250 сомов. И если я сейчас учитываю мандаринку, 2 конфетки и шоколадку, то это многовато. Но бесспорно, любой подарок, он, если сделан от души, он с одной стороны дорого, с другой стороны дешево. Почему? Потому что подарок это радость, а радость она не имеет цены. Да. И на сегодняшний день, если об этом говорить, то подарок может быть от 150 сомов и, скажем, до бесконечности. Весь вопрос, что вы выберете. Почему? Он может быть как только там со штучной, так и вес, может быть вес 1,5 килограмма и условно весит, стоит 250 сомов, да? А может, скажем, он быть килограммовый и весить 800. То есть это все то же самое, как мы покупаем одежду для собственных детей, да? Для себя. Вот это стоит, это столько, здесь столько. Вот, скажем, перед вами там разные вопросы упаковки, да? Вот даже сама упаковка, если она отделана золотом и все остальное, это один вопрос. И кто-то говорит, нам упаковку не надо, нам необходим, пусть будет мешок, красивый мешочек и так далее, и так далее. Потому что упаковка там выбрасывается через 10 минут. Это выбор клиента. Клиент должен понимать, чего он хочет. Для одних дети хотят, чтобы было 2 килограмма, да, и при этом приемлемая цена. Другие готовы 300 грамм, но приемлемая цена. Выбор достойный, говорят, нелегкая задача. В новогодних подарках это то же самое. Но здесь цена все-таки приемлема, потому что мы видим, Да. что за 1,5 килограмма 799 сомов, и если брать просто элементарный киндер-сюрприз, он стоит 60 или 70 сомов. 100. 100 сомов даже Да, сам. 100 сом. Здесь выбран только натуральный продукт. Мы не используем сегодня даже помадную группу практически. Нету ни в одном подарке. То есть подарок может содержать только лишь то, что вы хотите, а не то, что мы хотим вам продать. Это правильный подход. Потому что выбор клиента всегда основа для любого бизнеса. Правильно? Правильно. Это любой бизнес возьмите. Начиная от строительства, заканчивая там всевозможными деталями нашей жизни, да, от продуктов питания. И новогодние подарки, которые сам по себе новогодний подарок, человек ждет что-то нового, да. И мы стараемся это что-то новое. А иногда люди говорят, нет, наши дети привыкли вот к этому. Мы это хотим. Хорошо, пожалуйста, но мы вам советуем, попробуйте вот это. Мы это даем пробовать, потому что как и кондитерский бизнес, так и любой бизнес не стоит на месте, он все равно двигается вперед. А если мы двигаемся вперед, и это если нам красиво и качественно, мы хотим это попробовать. Попробовав однажды, мы можем не забыть никогда. Поэтому эта формула для детей, зачастую, это начиная от упаковки, которая упакован кондитерский изделие, заканчивая в целом подарке, она несет за собой и смысловую нагрузку, и вкусную нагрузку. И она несет за собой те радости, которые может испытывать ребенок, когда мама, папа, бабушка и все мы вместе дарим нашим детям эти новогодние подарки. Ну, дорогие телезрители, говоря о подарках, сегодня только 8, но уже нужно, мне кажется, делать какие-то заготовки. Да, обязательно. Не как обычно, так, в 31-й все 31 побежали. все бегут и не Все равно. успевают. Ну и, конечно, мы видим разные упаковки. Сколько приблизительно у вас есть вариантов? Во-первых, сама упаковка. Да? Упаковка подбирается под вес подарка, в первую очередь. Потому что не каждая упаковка может выдержать, скажем, если вы возьмете просто аппликационный мешок с новогодней аппликацией со всеми делами, она не может там выдержать 1,5-2 килограмма. Да? Поэтому в зависимости от стоимости подарка у вас подходит какая-то упаковка. Это раз. Второе. У нас свыше 40 видов упаковки. Она по вообще разной тематики. От маленьких, небольших, средних и так далее. До корпоративных, школьных. Все виды упаковки. Корпоративные некоторые, которые делают достаточно высокое, большое количество упаковки, ну, в смысле, кондитерских изделий, там могут не только кондитерские изделия, там может быть там содержаться символ года, да, тот же тигр. Там может быть для взрослых стоять там бутылочка шампанского, да,
ну, тот набор, который, в принципе, клиент желает. В зависимости от этого мы подбираем. Это может быть не только картонная упаковка, она у нас есть и в бархатной упаковке, она есть просто новогодние мешки, мешочки, такие пакеты, которые выдерживают гораздо больше. Одним словом, клиент думает, мы делаем, а все мы вместе радуемся от того, что мы сделали, а он подумал правильно. Ну, сейчас начинается же эта корпоративная суета, поэтому если вдруг, то, пожалуйста, с радостью обращайтесь. На самом деле нужно понимать, что сам по себе новогодний подарок, он начинает, его необходимо уже формировать буквально с ноября. Буквально с десятых чисел, да, это так. Потому что вы хотите что-то выбрать эксклюзивное, вы хотите провести, обсудить с коллективом и так далее. Когда вы прибегаете уже там 10-го, 15-го... А такое бывает и будет все равно. Однозначно, и мы это видим. Мы это видим, это действительно так, потому что есть же люди и по-разному работают, да, и по-разному о семьях вспоминают. И кто-то хорошо работает и думает с 1 сентября, кто-то вообще хорошо работает и вспоминает 25-27 декабря. К сожалению, как мы говорим, жить в обществе и быть свободным от него нельзя. То есть какая загруженность у вас на предприятии, какой у вас руководитель, какие у вас родители, а отсюда мы получаем результат. Но я так думаю, чем раньше мы задумываемся, тем качественнее мы получаем. Как в цене, так и по содержанию. Так, говоря о цене, прошу прощения, с какой цены начинается и максимально? Вообще цена – это такая штука. Все, что вы придумаете в цене, мы готовы сделать. Мы готовы вам сделать от 50 сомов и так далее. Но то, что реально мы предлагаем, да, это 150, от 150 сомов. Вы понимаете, что сами, как и все, в общем-то, да, самые коньячные изделия только за последние полгода, к сожалению, дорожали 3 раза. Да, это 5-7%, но если умножить на все остальное, это уже существенные деньги. Наша компания, находясь 24 года на кондитерском бизнесе, мы это уже предвидим. И мы, чтобы сдерживать как-то цены, хотя бы на 3-4 месяца, мы закупаем достаточно большой объем, до 400 тонн кондитерских изделий, чтобы хотя бы 2-3 месяца сдерживать то, что уже подорожало. Потому что, скажем, если это в промышленном, я имею в виду в одежде и все остальное, то люди распродают какой-то бренд, какое-то количество, и потом следующий бренд тут же наценяет. Это продукты питания. Здесь нет маржинальности до неузнаваемости, да? И мы не можем на рынок таким образом влиять. Потому что с каждым подорожанием всегда уменьшается то количество людей, и которые, если вчера брали килограмм, сегодня 800 грамм, завтра 500. И мы это понимаем. Поэтому для того, чтобы дети наши, потому что взрослые сладкоежки еще хуже детей. Они едят и ночью, просыпаются в 2 часа ночи, кушают. Есть такие, правда. Не всегда запивают, но всегда кушают. Это правда. И 2 раза на ночь мы таких тоже знаем. За это время мы встречали. Поэтому на самом деле, если мы хотим получить хорошие цены, в хорошем состоянии, в хорошем качественном выражении, нужно начинать с ноября. То есть это никого ни к чему не обязывает. Вы просто приходите, оговариваете, заказываете и знаете, что у вас есть подарок, что он будет доставлен вовремя, в такое-то время, в то место, где вы желаете его видеть, вместе со своим ребенком. И мы это делаем. Ну, это здорово. Слушайте, вы сегодня рассказали не только про подарки, но и про то, как вести бизнес. И как планировать. Да, как планировать. У меня такой вопрос. Мне стало интересно, можно ли заказывать подарочные боксы на другие мероприятия, помимо Нового года, и за какое время, допустим, в количестве 50 боксов нужно будет делать заказ? За какое время нужно будет обратиться? Послушайте, на самом деле наша компания занимается из года в год. Это вот знаете, как производство кирпичей. За сколько тебе нужно заказать кирпич? Ровно за столько, чтобы я его сформировал, засунул в печку, и он вылез, да? То есть в течение дня. Кирпич уже на следующий день готов. Наша компания примерно так поступает. То есть если у вас это срочно, решаем. Если вы хотите послезавтра, решаем. Если вы можете в этом году заказать на следующий Новый год себе подарок, мы тоже решаем. То есть все зависит от желания клиента. И когда у него это мероприятие. Мы можем доставить сами. Вы можете позвонить нам из-за рубежа и хоть откуда. У меня здесь есть любимая бабушка, мама, дети остались, мы в Москве, сделайте. Мы всегда это выполним и будем всегда рады. На самом деле мы не работаем с колес. Сегодня, скажем, есть куча людей, которые так называемые ИП, да, у которых нет своих ни контрактов, ни всего остального, ни базы.
И зачастую им достаточно сложно это осуществить. Как бы компания, которая работает достаточно стабильно на рынке, мы имеем возможность в любой момент выполнить заказы. Практически. То есть, да, это может быть чуть плюс-минус, там что-то в один ассортимент, но мы всегда говорим, если у нас получается вопрос какой-то замены или чего-то, то это должен быть только по качеству, по красоте упаковки, по качеству упаковки, по цене. Это должно быть только равнозначное. Но зачастую мы к этому не прибегаем. Поэтому ваше желание – наше исполнение. Слушайте, ну это Так всё обнадеживающе. Нет, это, знаешь, мне кажется, за столько лет работы, мне кажется, это уже... Бывает же, авторитет, набрали уже авторитет, Да. и поэтому не боятся сложностей. Ну и, конечно, за такой вопрос сейчас становится модно, как в Москве. Я заказал, а берете ли вы за это ответственность полную? Вот сейчас практикуется, к сожалению, да, становятся и такие люди, что если я беру, я делаю заказ, за все ли вы отвечаете? Что, допустим, мне чуть-чуть не понравилась упаковка или полностью дается ли стопроцентная гарантия вашего качества? Вы знаете, сегодня рынок уже диктует так, что если ты сегодня оступился, завтра тебе конец. Поэтому за качество тут нет смысла даже, скажем, рассуждать. Но мы можем говорить не только за качество, но за количество и за упаковку даже. Ту, которую вы видите в подарке, вы ее получаете. По-другому ты не можешь. Да, всегда в любой компании, на любом предприятии, любой бизнес бывают какие-то изменения. Да? Они могут быть. Но это могут быть только с согласованием с клиентом. Только по его утверждению, где он ставит. Да, мы согласны заменить условно Марс на Сникерс. Да, так может быть. Но в целом все, что вы видите, вы всегда получаете. По-другому мы просто не строим свой бизнес. Ну, это невозможно. Я тогда напомню нашим телезрителям, что у нас в гостях Павел Десятников, директор фирмы DOS ЛТД. Впереди Новый год, дорогие друзья, есть еще время, так что пишите, готовьтесь радовать наших детей, братьев, Да, сестренок. позаботьтесь о подарках своим близким и не забывайте, что Новый год без подарков – это не Новый год. Ну и, конечно, обращайтесь к нашему замечательному гостю. Не переключайтесь, будьте с нами. Мы будем всегда рады, как самой пирамиде, так и тем гостям, которые к нам будут обращаться. Тем более обращаться очень легко. Тогда мы сделаем так. 0709, Да. 0709 75 75 89 75. Или можете сделать так, я беру на себя такую ответственность. Напишите нам до конца 31 декабря пожелание, как в виде Деда Мороза будете, пускай пишут вас. Письмо Деду Да, Морозу. письмо Деда Мороза, но Дедом Морозом будет наш замечательный Павел Десятников, и он сам выберет то письмо, которое ему понравится, и одно из этих подарков достанется вам. Можно? Я уже просто взял ответственность. Нет, можно, нельзя. Ага. Нужно. И Всё, тогда, дорогие друзья. если мы подарим какому-то ребенку такое письмо, которое он нам написал, и при этом мы поймем, что он действительно будет счастлив, мы это сделаем. Почему нет? Это же дети, а Да. мы взрослые. Бизнес отдельно, а радости отдельно. Но если их удается совмещать, то все счастливы. И те, кто получает, и те, кто дают. Я буду тайно тоже писать тогда.